Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что или кто перевернет вашу жизнь целиком и полностью? Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, на свою жизнь и на переворот в своей жизни. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, как интересно! Ох, как интересно! Ну что, готовы? Что или кто? Это кто? Здесь прям в центре рисунка показан мужчина. Мужчина, который стоит на пирамиде. Знаете, как взобрался на верхушку пирамиды. Человек успешный, человек стабильный, человек цельный. Да, человек знает, чего он хочет, он знает, как это получить, как до этого дойти. И он, конечно же, свое получает. Единственное, что меня смущает, что он смотрит в левую сторону, да, влево. Не в вашу сторону, а именно в левую. То есть это может говорить о том, что вы еще в принципе не знакомы. Либо в данный период времени с этим человеком вы не проживаете вместе, либо не находитесь на одной территории. Как-то он, да, в другой стороне, в другую сторону повернут. Если смотрят меня мужчины, для вас то же самое предсказание. Вашу жизнь также перевернет мужчина. Но в отличие от женской половины, да, вам мужчина будет настоящим другом, соратником, например, там, бизнес-партнером, человек, с которым у вас сложатся прекрасные и деловые, и человеческие взаимоотношения. Ну, к этому я чуть позже вернусь. Да? Давайте я для девушек расскажу. Женщин, девушек гораздо больше смотрят мои видео. Так, мои хорошие. Сразу хочу сказать, что здесь очень мало женщин, которые счастливы в браке. Вот в моменте здесь и сейчас. То есть на мою отсыпку, может быть, там пару девочек всего лишь зашло, кто считает, что у них там достаточно счастливая семейная брачная жизнь. И то это счастье, оно все-таки с натяжкой идет. Да? Если вы так положите руку на сердце, вы со мной согласитесь. Может быть, вы сравниваете себя там с другими женщинами и думаете, ну, мой хоть так запойно не пьет, да? Либо мой хоть руки не распускает. Хотя вот вы мечтаете, в глубине души вы мечтаете о романтике, о любви. Вы мечтаете, чтобы о вас заботились, да, не самой на себе все тащить, а чтобы о вас заботились. Сразу хочу сказать, для тех, кто зашел на эту отсыпку, этот мужчина, он придет именно за вами, вот как за женщиной, да, за своей женщиной, так и скажет, ты моя женщина, и мне плевать, что там с тобой рядом, кто там с тобой рядом, какие там есть проблемы, мне на все это плевать, я пришел за тобой, и тебя я вот в охапку беру и уношу в новую жизнь вместе со мной. Девчонки, ну да, для кого-то этот мужчина станет причиной для развода. Но это не несчастье, наоборот, это счастливый исход. Это счастливая развязка вашего, ну, не совсем удачного брака. И есть также девочки, которые сейчас не замужем. Есть даже те, которые и не хотят замуж, да, вследствие тяжелого прошлого, например. Да, вы говорите, да, ну не хочу. Не хочу, я уже там была, ничего хорошего там я не видела, поэтому больше не хочу. Но вот мужчина именно идет для серьезных отношений. Даже неправильно. Мужчина идет для того, чтобы с вами создать серьезные отношения. То есть он другого не потерпит, либо другого не примет. Ну, например, вы скажете, окей, давай просто встречаться, давай просто там общаться, любовниками будем. Он скажет, нет. Нет, я хочу тебя целиком и полностью. Я хочу тебя себе. Я хочу, чтобы ты была моей.
да, и чтобы весь мир об этом знал, и чтобы это было законно, и чтобы прям, как говорится, комар носу не подточит, да, ты моя, а я твой, для всех, и для Бога, и для людей. Вот для этого он идет. Так, кстати, кто-то уже общается с этим мужчиной, возможно, вы общаетесь в интернете, либо мужчина в данный период времени, ну, действительно находится, не знаю, в командировке, может быть, на вахте, может быть, ну, не знаю, выехал по делам в другой город, да, и поэтому вы сейчас не вместе. Ну, а кто-то из девчонок, как говорится, да, и не знаком вовсе с этим человеком. Смотрите, стоит он на пирамиде. Это говорит о том, что он успешный, что он удачливый, что он уже в жизни чего-то добился, заработал, авторитет свой получил, да, вот как-то себя зарекомендовал. У меньшей степени людей отыграется, что это человек в будущем, да, и заработает, и добьется, и авторитетным станет. Все-таки мне больше идет человек, который уже да, что-то из себя представляет и твердо стоит на ногах. За этим человеком не только средства, возможности и богатства, но еще какие-то очень важные, полезные связи. У этого человека есть особый талант, талант коммуникатора. Человек умеет подобрать ключик, вот именно разговорный ключик, к любому типу личности. То есть, знаете, как говорят, и мертвого уговорить. Да? Это именно про этого мужчину. Так что, мои хорошие, если вы так скептически кривитесь на мою цыпку и говорите, да, не хочу, не буду, не нужны мне мужики, ой, как вы ошибаетесь. Поверьте, он вас уговорит, причем в легкую. Вы сами от себя этого ожидать не будете, согласитесь и, знаете, прям в ручках его и растаете. Для мужчин, вот как раз он вас дополнит. Я вот вижу мужчины, вот кто зашел из мужчин на мою отсыпку, вы очень классные мужчины, очень талантливые, очень способные. У вас, ну, руки золотые, давайте говорить как есть, да, золотые руки. То есть руками вы можете практически все. И голова у вас способна на любые изыскания, на любые идеи, на любые решения. Но чего не хватает? Не хватает коммуникации. То есть у вас язык немножечко завязан. Понимаете, есть развязанный язык, да, когда человек там может болтать без умолку, там, ничего не стесняясь, там, туда-сюда все рассказал. А у вас он, наоборот, завязан. То есть вам очень сложно свои гениальные идеи ну, транслировать. Да? Очень сложно за себя, например, попросить, либо поговорить. Сложно, да, и в этом есть сложность. Вот этот мужчина, будучи вашим другом, будучи вашим соратником, он все возьмет на себя. Вы будете на него смотреть, вы будете у него учиться. То есть под влиянием этого мужчины вы тоже разговоритесь. И это, ну, приятный бонус. Да? Он вас хорошему научит. Снимет вот эти все зажимы с вашего языка, и все будет замечательно. Так, еще что я могу сказать по поводу этого мужчины. У мужчины очень бурное прошлое. Невероятно бурное. Человек, может быть, несколько раз был в отношениях. Либо человек несколько раз, знаете, как добивался звезд и тут же их терял. То есть банкротился, либо, может быть, какое-то разорение даже переживал. То есть это все у него в жизни было. Он накопил просто какой-то неоценимый опыт, который ему очень помогает. Он с этого опыта постоянно черпает правильные выводы, очень поучительные истории. Вам всегда будет интересно с этим человеком. Всегда. То есть не будет такого момента, когда вы просто там сидите, молчите. Нет, он будет болтать, он будет развлекать, он будет делиться полезным, ценным опытом вместе с вами. Так, еще важное. Человек очень любит, я не знаю, руль любит, это автомобиль, либо какое-то, может быть, другое транспортное средство. Да? Он любит рулить, он любит скорость, он любит маневры. Знаете как? Я не могу сказать, что он там стритрейсер, да, гонщик. Нет, этого нет. Но скорость и вот управлять, вот это он любит. Рулить он любит. Кстати, у кого-то отыграется, что, может, у него яхта есть, да, и он там этим рулем туда-сюда, штурвалом крутит, управляет красивой яхтой. Вот это его увлечение, это его слабость. И это то, в чем он не может себе отказать. Да, там, где-то покататься на машине, либо на мотоцикле, даже как-то, может, на велосипеде любит кататься. Вот дорога, любит рулить, любит управлять. Кстати, в семейной жизни он тоже будет рулить вашим корабликом семейным, мои хорошие.
С одной стороны, это прекрасно, ну, как мужчина берет на себя ответственность, все правильно. А с другой стороны, есть очень много эмансипированных девочек, кто зашел на мою цыпку, и для вас это будет очень непривычно, даже в какой-то момент спорно, да, ведь вы привыкли все делать сама, да, вы привыкли, как лошадка, впрягаться в упряжку, вести этот непосильный воз, да еще там кучу родственников насажать, да, там, знакомых, то есть всех тащить на себе, там, обливаться потом, страдать, там, болевые ощущения испытывать. Вы к этому привыкли. Когда этот мужчина будет за вас эту работу делать, вы будете немножечко так сопротивляться. Ну, такая уж у вас натура. Послушайте, этот мужчина, он все будет делать правильно. И вы со временем в этом убедитесь. Вы убедитесь, что вы так и скажете, да, вот как же я без тебя жила? Ну вот как я без тебя жила? Какой была мерзкая и ужасная моя жизнь, вот без тебя. Как я благодарна небесам, что ты появился в моей жизни. Для мужчин же отыграется, что да, он будет всегда стараться быть, ну, не главным, да, но лидирующим. Он всегда будет всю ответственность брать на себя. Он будет всегда, ну, как выводить ситуацию в такую сторону, что последнее слово будет за ним. Так, чем же он будет переворачивать вашу жизнь, помимо того, что он все будет брать на себя? Здесь у меня есть девчонки, женщины, у кого серьезные долги, серьезные проблемы. Но больше мне все-таки идет как долги. Долги, какие-то вот финансовые осложнения в жизни. У кого-то из девочек, например, дети, которых нужно учить, воспитывать. Да? На это все тоже нужно тратить большие деньги, а у вас их нет. И вы в таком состоянии, что и занять-то не у кого. Да? Работаете, может быть, очень тяжело на нескольких работах. Не получается детям дать хорошее образование, вот как вы бы хотели, как вы бы мечтали. Вот мужчина полностью решит все ваши финансовые вопросы. То есть нужно учить ребенка, он будет полностью ребенка и содержать, и оплачивать обучение. Есть у вас кредиты, долги, он будет платить ваши кредиты, долги. У кого-то отыграется, что прям сразу возьмет и закроет. А у кого-то отыграется, что он прям на себя возьмет это и будет вот сплачивать за вас кредит, за вас долг будет сплачивать. Это хороший момент, это очень благородный момент. Ну, согласитесь, да, если ты говоришь о любви, то все уже пополам. Да, и надо же любимого человека спасать, выручать. Здесь я вижу, что он это сделает. Вижу, что вы будете попервой стесняться, говорить, что ой, не надо, да я сама, да то, да сё. Он такой скажет: все, спокойно, иди займись своими делами, я все порешаю сам. Кстати, он будет вам все время это говорить. Если вы девушка характерная, вы научитесь принимать эти слова, либо воспринимать эти слова правильно. Не с тем, что он вам там в обиду их говорит, а с тем, что он берет на себя ответственность. Он вас не обижает, он просто вас разгружает. Разгружает от проблем, разгружает от забот. Кстати, здесь у меня отдельная веточка, идет рисунок про женщину, которая болеет. У женщины какое-то состояние тяжелое, вот либо болезнь какая-то сложная. Здесь у меня женщина болеет, женщина постоянно проходит какие-то курсы лечения. Может быть, вы куда-то ходите, ну, например, да, там физиотерапию проходите, реабилитационные мероприятия проходите. Возможно, вы стационар посещаете, там, не по месяцам, а может и по месяцам. Да? То есть вы какой-то промежуток времени где-то проводите, либо в течение дня, либо в течение, например, месяца. Смотрите, здесь у вас 100% идет знакомство с этим мужчиной именно в этом месте. Вот больница, поликлиника, стационар больницы, да, вот именно там познакомитесь. В данном конкретном случае этот мужчина будет платить большие деньги за ваше здоровье, да, для того, чтобы вас вылечить. Вот прям влюбится в вас и скажет: все, дело чести, я тебя вылечу. Будет вас возить по разным больницам, по разным специалистам и даже по разным странам, вот чтобы вас вылечить, чтобы вы здоровенькая была, чтобы улыбалась, а не грустила. Вот он слово даст, и он его исполнит, он вас вылечит. Сколько бы ему это ни стоило, он вас 100% вылечит. Вылечит и все. Вам от этого человека только добро видеть. Только добро.
И он не только деньгами будет вам это добро делать, да, но и своим отношением, своей любовью, своей заботой. Я не могу сказать, что он идеальный мужчина. Идеальных не существует, будь то мужчина, будь то женщина. Нету идеала в этом мире. Но он очень классный, с ним удобно, с ним комфортно, с ним можно почувствовать себя действительно женщиной, понимаете, женщиной. Вот во всех смыслах этого слова. По крайней мере, вы себя так и будете ощущать. Любимой, желанной, вот нежность, забота, ласка. Вот все, что вы будете от него получать. Да? Не там нагоняя тумаки, критику, а именно хорошие позитивные эмоции. Единственное, если у вас есть дети, и дети, подростки, либо взросленькие, здесь могут быть проблемы. Проблемы будут основываться на ревности. Дети могут очень сильно ревновать вас к этому мужчине. Это временная ситуация, думаю, что вы переживете. Главное, не заостряйте внимание на конфликтах между вашими детьми и этим мужчиной. Смотрите, он такой разговорчивый, он ваших детей очень быстро уговорит, убедит, что вы вместе счастливы, а их прямая задача – это желать вам счастья. Так, еще что перевернет вашу жизнь? Здесь мне показали женщину, которая очень близко к вам. Это женщина, подруга, родственница, либо даже соседка, либо коллега. Женщину вы эту любите, женщину вы считаете очень близкой к себе. Не знаю, идеализируете, что ли, эту женщину. А женщина сама по себе, такая, знаете, с червоточинкой, с гнильцой женщина. Может быть, были какие-то сигналы, звоночки, что-то вы в ней там замечали, да, как-то быстро от этого отмахивались, говорили, нет, не может быть, да, это же моя любимая подруга, показалось, да, показалось, ничего. Но вам ангелы показывали ее суть, может быть, там, не совсем раскрывая, но намеки точно были. Смотрите, эта женщина вам очень сильно завидует. Да, она с вами дружит, да, она вам помогает, да, делится с вами секретами, с вами рядом в трудную минуту, но по факту очень сильно завидует. Завидует всему, зная, что вы проблемная, зная, что у вас тяжелая жизнь, тяжелая судьба, все равно завидует. Она очень сложно переносит ваше счастье. Вот когда вы довольны, когда вы улыбаетесь, для нее это муки адские. Вот когда вы сидите, рыдаете, что вам там не за что хлеба купить, вот для нее это кайф, вот это она любит, вот это да, по душе ей приходится. Она же прям, знаете, в лице меняется, настроение поднимается. Как только что-то хорошее у вас, все, она сама не своя, такая недовольная, даже может с вами не встречаться в такие моменты, да, чтобы лишний раз ваше счастье глаза ей не мозолило. Смотрите, когда вы с этим мужчиной сойдетесь, она уйдет из вашей жизни, просто исчезнет. Исчезнет и все. А у кого-то отыграется, что эта женщина вам напоследок прям целую эту предъявит, как список, да, предъявит, что вы там какая-то не такая, что там обижали ее, еще что-то делали. И, в общем, гадостей вам всяких наговорит на прощание и испарится. Вам будет жаль эту женщину, вам будет жаль, что вы с ней распрощались. У кого-то даже отыграется, что вы будете делать попытки, чтобы ее вернуть. Но эту женщину просто выше от вас отрезают. Она уйдет и не вернется. Это к лучшему. Через короткое время вы поймете, о чем я вам говорила. То есть эта женщина исчезает. И у вас, смотрите, и силы, и энергия, и меньше расходов, больше приходов. Вы не болеете, дети не болеют, и еще что-то найдете в доме. То, что она подкинула, какую-то гадость, какой-то крадник у кого-то отыграется, у кого-то отыграется порча, у кого-то отыграется... Ладно, неважно. Неважно. Главное, не бойтесь, просто эту штуку руками не берите на что-нибудь, чем-то на что-нибудь, да, и подальше от дома желательно сжечь. И делать это на месте, где никто не ходит, какой-нибудь пустырь найдите. Вот, избавьтесь от этой штуки вот через огонь. И у вас все 100% наладится. Так, еще. Идут путешествия. Идут путешествия, правда, не могу сказать, куда и как. Но то, что вы будете вдвоем либо с семьей ездить в путешествие, это я вижу.
А вот какие-то путешествия дальние, да, там, в другие страны, либо там по местности будете путешествовать, я не могу сказать. Но путешествий, дорог будет очень много в вашей жизни. Они все приятные, они все радостные, они все насыщенные положительными эмоциями. Это прекрасно, особенно для моих хороших зрителей, кто особо никуда не выезжает. Ну, например, у человека нет возможности, либо человек живет в каком-то отдаленном районе, регионе, да? То есть вы как бы жизнь прожили, а мира-то и не видели. Может быть, даже не видели соседние области. А тут, смотрите, у вас тут дороги открылись, и вы такой веселой толпой, веселой компанией начинаете путешествовать. У вас тут и в разный период времени путешествия будут, там и зимние, и летние, и весенние, осенние. Вот прям покатаетесь, мир посмотрите, себя покажете, получите позитивные эмоции, расширите свой кругозор. Так, по поводу работы. У кого-то прям вопрос по поводу работы. Я вижу, здесь кто-то из девочек хочет добиться карьеры, либо добиться успеха в своем бизнесе. Но для девчонок я скажу так. При содействии этого мужчины вы всего добьетесь. Знаете, не так, наверное, да. У многих отыграется, что когда вы с этим мужчиной сойдетесь, вам это не важно станет. Да? Вам это станет не важно. Это будет для вас не настолько острым вопросом, скорее, как, знаете, как для себя, для самоутверждения. Да? Мужчина будет вам помогать, давать подсказки, не знаю, финансировать ваш бизнес. И вы пойдете, знаете, как играючи добиваться своего успеха. И, конечно же, его добьетесь, ведь за вами стоит настоящий мужчина, который вам помогает. У другой половины девочек просто это станет неактуальным. То есть у вас будет много других интересных занятий, увлечений, и вам просто это станет неактуально. Вам не нужно будет зарабатывать для того, чтобы выживать. Ведь с вами настоящий мужчина рядом. Если смотрят меня мужчины, ну, смотрите, здесь все-таки не про ваш бизнес идет, да? Это будет партнерский бизнес с этим мужчиной, который в вашей жизни появится. Вы вместе будете работать. Я не могу сказать, кто из вас главный, кто из вас подчиненный. И не могу сказать, что это прям все равноправно идет. Да, это партнерство, но на каких-то скорее как долях будет. Да? То есть бизнес он будет, но он будет общий, в разных долях. Ну, скорее всего, у этого вашего бизнес-партнера будет большая доля, у вас чуть меньшая доля. Возможно, будут такие моменты, когда вы захотите самостоятельности, но это, как, знаете, вспышки, да, так, ну, типа, чего я должен его слушаться, я хочу сам. А потом подумайте, скажете, ну, а зачем мне самому, у меня так все неплохо идет, да? Лучше я займусь творчеством, лучше я займусь тем, что у меня лучше получается, и вот к чему лежит моя душа. То есть вы по натуре, мужчины, да, послушайте внимательно, вы по натуре творец, мечтатель, творец, вы скульптор, вы создатель. А этот ваш бизнес-партнер, который идет, да, этот мужчина, он такой прожженный тип, который может уговорить любого, хоть хромого, хоть рябого, хоть мертвого, хоть живого, понимаете? Вот у него есть этот талант. И плюс он очень хорошо умеет, знаете, как просчитывать наперед. Он умеет хорошо обращаться с деньгами. То есть у него там все схвачено, скручено, просчитано, пересчитано. Он такой, говорят, делец про таких людей. У вас, к сожалению, мои дорогие мужчины, этого нет. Зато у вас есть талант творца. Это тоже не хуже, ничем не хуже. Смотрите, ваши гениальные идеи и его, например, финансовые возможности плюс скиллы в плане коммуникации. Да? Прекрасное сотрудничество, прекрасные взаимоотношения. Так, что еще? Ну, кому-то переезд идет. Переезд, отъезд, переезд. Я не могу сказать, когда, куда, но я могу сказать, что будет новый дом. У кого-то идет собственный дом, а у кого-то идет очень крутецкая квартира, да, либо там апартаменты. Но это будет, вы переедете. Возможно, из одной страны в другую, может, из одного города в другой город, а возможно, из квартиры в частный свой собственный дом, либо из частного маленького домика вы переедете в очень шикарную квартиру. То есть переезд вам 100% запланирован. Переезжать вы будете не в одиночестве, а вот именно с семьей, с любимым человеком, как скопом, разом будете переезжать.
Это будет весело, это будет позитивно, ведь вы меняете худшее на лучшее. И переезжать вы будете именно в свое. То есть это не аренда, это не чья-то подачка, а именно ваша. Это будет классно. Так, мои хорошие, на этом пока все. Будем еще делать подобные отсыпочки. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.